На странице 46 проходим название снаряжения для зимнего спорта и изучаем глаголы в настоящем времени первом, втором, третьем лице единственного числа. Итак, посмотрим, что на этой странице у нас. Проходим букву Ф. Футбол. Без футбол уйныбыз. Мы играем в футбол. Название снаряжений. Шонг. Лыжи. Шона. Сани. Тимираяк. Коньки. Если разобрать слово тимираяк, оно состоит из двух слов. Это сложное слово. Тимир – это железо, ояк – нога. Дословно, коньки будут железная нога. Переходим к глаголам. Корень. Основа глагола – это шу. Катайся. Если добавить к нему окончание настоящего времени а, получится катается. Шуа. И обратите внимание, что вот шуа имеет после а нулевое окончание. Вот в этом примере видно особенно. Ул – это он или она. Если он или она делают что-нибудь в татарском языке после окончания настоящего времени или после суффикса настоящего времени, ничего не ставится, нулевое окончание. Как это объяснить с помощью кубиков, оно будет легче понятно. Так, это у нас основа, это шу, ш, шу, и окончание настоящего времени а, шуа. И после а у нас идет нулевое окончание. Вот ничего нет. Это значит третье лицо единственного числа. Шуа. И видим, если после а добавить, допустим, окончание м, вот, окончание м, превращается слово в шуам. Шуам. Значит, это кто катается? Я катаюсь. Если поставить букву М, значит шуам. Я катаюсь. А если добавим мы окончание с, то получится уже кто катается? Ты катаешься. И в этом примере, например, еще после с добавили м и поставили знак вопроса. М, если помним с прошлых уроков, м это окончание вопроса, то есть это вопросительная частица и вопросительный знак. Получится шуасам м. Шуасам м. И интонация обязательно нужно добавить еще. Вот этот пример. Син шуасам м. Син шуасам м. Ну, я так думаю, что вы уже примерно поняли, из чего состоит данный глагол. М – это, еще раз повторяем, вопросительная частица. Если убрать ее, то получится шуасам. Значит, ты катаешься. Если сам убираем, вместо него ставим м, значит шуам, значит я катаюсь. А если м убрать и поставить просто нулевое окончание, то есть ничего не ставить, получится, можно вот так убрать или так убрать. Это для наглядности оставили. Значит, будет шуа, значит, он катается. Ну, запомнить, в принципе, нужно и применять уже на практике. И последний рисунок на этой странице. Здесь девочки, козлар. У этой девочки у нас видим шанга. На лыжах она стоит. И диалог. Тут вопрос. Стоит знак вопроса и ответ на него. Давайте прочитаем сначала ответ. Минем шангам юг. Минем шангам юг. У меня нет лыжи. У кого нет лыжи? Смотрим. Вот у этой девочки нет. Значит, первая девочка спрашивает, у тебя есть лыжи? А вторая отвечает, минем шангам юг. У меня нет лыж. Как мы ответим? Мы скажем, синен шангам барма.
Вот такой будет вопрос. И девочка отвечает минем шангам юг. Вместо минем ставим синен, значит минем это мой, а синен это твой. Шангы это у нас лыжи, окончание м, а вместо м ставим окончание вот такое. Вот если шангы разобрать, это у нас опять основа глагола, это слово шангы, вот шангы, вот у нас, вот это шангы. К нему добавляем окончание шангэн. Получится твоя, твои, то есть, извиняюсь, твои лыжи. А если мы уберем «н», поставим «м», получится мои лыжи. И вот у нас получается вопрос. Вместо минем ставим синен, шангэн. Есть это бар. Бар и вопросительная частица после него м. Бар-м и вопросительный знак. И ответ минем шангэн юг.